Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию парада во знаменовании 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно она проходит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Смотрим. Генерала финансовой линии части Санкт-Петербургского гарнизона ДЭПАДа построены. Мне не хватило пару баллов. Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Слушайте и смотрите парад войск Санкт-Петербургского гарнизона на Дворцовой площади, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
государственный флаг Российской Федерации и знамя города-героя Ленинграда. Смирно! Для встречи слева! На караул! На Дворцовую площадь вносится государственный флаг Российской Федерации и знамя города-героя Ленинграда. Сегодня, 27 января, наша страна отмечает великий праздник – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это день воинской славы России. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и в то же время беспримерных по героизму страниц нашей истории в летописи Великой Отечественной войны. С первых дней блокады Ленинград вошел в число важнейших рубежей защиты нашего Отечества. Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда сдерживали крупные силы противника, что, несомненно, способствовало победам Красной Армии на других фронтах. Артобстрелы и бомбардировки, гибель близких людей, голод и холод унесли жизни сотен тысяч ленинградцев, но не сломили стойкости его защитников. Несмотря на немыслимые страдания, город выстоял, а его оборона навсегда стала символом величайшего мужества, силы духа и патриотизма. Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни, приблизившим победу. Эта победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинградцев, увековечена подвигом защитников города. Парад войск – это не только дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Это и знак глубокой признательности фронтовикам, труженикам тыла и символ преемственности поколений защитников Отечества. Сегодня знамена победителей по-прежнему в надежных руках. Военнослужащие Западного военного округа свято хранят и приумножают боевые традиции, профессионально и самоотверженно выполняют свой воинский долг. Именно в этой преемственности будущая слава России и могущество ее вооруженных сил. Сегодня мы чтим память героев, чьи имена никогда не будут забыты благодарными потомками, и поздравляем вас, победивших голод и холод, прорвавших кольцо фашистской блокады, отстоявших город на Неве, вас, победителей! Вольно! Идем. Порядок! Смирно! Для встречи слева! На караул! Парад принимает командующий войсками Западного военного округа, герой России, генерал-полковник Александр Александрович Журавлев.
командует парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Сирицкий. Товарищ генерал-полковник, парад войск Санкт-Петербургского гарнизона во знаменование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады построен командующий парадом генерал-лейтенант Сирицкий. Командующий войсками Западного военного округа объезжает парадный строй и приветствует военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона. Поздравляет их с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Из далекого 44-го звучат над площадью слова: «Для советского народа это была Великая Отечественная война. Наш народ вел ее во имя свободы и независимости своей Родины, во имя избавления народов Европы, да и всего мира от фашистского порабощения». Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиция проведения военных парадов уходит своими корнями глубоко в историю. Зародившись в 1702 году как смотр войск, военные парады в России позже стали проводиться по особому указанию во знаменование важнейших событий государственного и военного значения, а также после завершения крупных учений. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска своим самоотверженным ратным трудом делают все, чтобы не повторилось трагическое утро 22 июня. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы блокады сотрудники радиотрансляционной сети ценой неимоверных усилий обеспечивали работу городского оповещения и радиотрансляции. Метроном стал символом жизни непокоренного города. И сегодня российские сети вещания и оповещения обеспечивают звукотехническую поддержку парада памяти. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Музыкальное сопровождение военного парада обеспечивает сводный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа полковника Сергея Вовка. В составе сводного оркестра 3 оркестровых батальона, олицетворяющих все виды и рода войск вооруженных сил Российской Федерации. 400 лучших военных музыкантов Санкт-Петербурга исполняют 6 встречных маршей, 2 из которых принадлежат перу заслуженного военного дирижера и композитора, руководившего сводным оркестром первого парада Победы 24 июня 1945 года генерал-майора Семена Чернецкого.
военный сводный оркестр во время музыкального обеспечения парада войск на Дворцовой площади исполнит 40 музыкальных произведений. Гремит военной музыки оркестр. Под него каждый, кто выбрал своей стезей ратное дело, произносил слова военной присяги. Под аккорды военной музыки каждый день на боевое дежурство заступают боевые расчеты частей и соединений военного округа. Командующий войсками дважды ордена Ленина Западного военного округа, герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Александрович Журавлев. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Блокада Ленинграда стала невиданной трагедией для всего нашего народа. Она оставила незаживающий след в наших семьях, в наших сердцах. Это одна из самых трагических и в то же время беспримерных по героизму страниц нашей истории в летописи Великой Отечественной войны. С первых дней блокады Ленинград вошел в число важнейших рубежей защиты нашего Отечества. Артобстрелы и бомбардировщики, гибель близких людей, холод, голод, унесшие жизни сотни тысяч ленинградцев, не сломили стойкости его защитников. Несмотря на немыслимые страдания, Ленинград выстоял, а его оборона навсегда стала символом величайшего мужества, силы духа и патриотизма. Сегодня мы вспоминаем те страшные дни и глубоко благодарны поколению, на долю которого выпал этот тяжкий жребий. С первой блокадной зимы по льду Ладожского озера уходили на Большую Землю груженые обозы. Военные водители под обстрелами фашистской авиации из Ленинграда везли в эвакуацию раненых женщин и детей. Обратно в осажденный город боеприпасы, продукты, лекарства, необходимые для защиты города. 900 долгих дней и ночей не сломили народный дух и дали множество примеров массового героизма. Пройдя через голод и холод, потерю своих родных и товарищей, защитники и жители блокадного Ленинграда, вопреки всему, сохранили веру в победу. В каждой семье есть свои родные герои, они живут в наших сердцах. Мы склоняем головы перед святой памятью всех, кто не вернулся с войны, умер от ран и болезней. Объявляется минута молчания. Армия России всегда будет хранить память о подвигах наших отцов и дедов. Как и они, мы будем также самоотверженно защищать интересы Отечества. Будем вместе трудиться ради процветания, благополучия
и мирного будущего нашего Отечества России. Слава защитникам Ленинграда! Ура, товарищи! торжественному маршу. На одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо. Вот, направо. Чё? Равнение направо. Шагом. Марш! Сегодня в параде принимают участие 2500 военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и более 100 единиц боевой и исторической военной техники. Право открыть парад предоставляется роте почетного караула Западного военного округа, которая задает темп
и ритм движения парадных расчетов. Военнослужащие подразделения принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию Пискаревского мемориального кладбища. Сегодня они выполняют задачи по обеспечению проведения торжественных государственных мероприятий, отданию воинских почестей, встреч высокопоставленных иностранных гостей в Санкт-Петербурге. Знаменные группы роты почетного караула несут государственный флаг Российской Федерации и знамя города-героя Ленинграда. К трибуне подходит взвод со штандартами фронтов, принимавших участие в боях за Ленинград, в прорыве блокадного кольца Волховского, Прибалтийского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилии и боевые знамена соединений. У трибуны внуки и правнуки тех, кто в годы Великой Отечественной войны воевал на фронтах, защищал и прорывал блокаду Ленинграда. Первыми идут бойцы Ленинградской дивизии Народного ополчения. Это они вместе с моряками Краснознаменного Балтийского флота сдерживали на подступах к Ленинграду натиск фашистских танков. За ними идут солдаты Ленинградского фронта, в январе 43-го года прорвавшие фашистскую блокаду, а затем окончательно сбросившие ярмо фашистской блокады с Ленинграда. Это они у деревни Марьино на левом берегу Невы в составе Ленинградского и Волховского фронтов пробили коридор вдоль южного побережья Ладожского озера. Это и было началом коренного перелома в битве за Ленинград. Замыкает строй исторической колонны моряки военно-морского флота в форме образца 43-45 годов. Именно моряки подготовили пристань Осиновец к приему военно-технических грузов, медикаментов и продовольствия осажденного города, принимали участие в минировании важных объектов. В парадном строю военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. История этого воинского коллектива уходит к первому почетному караулу, возглавляемому старшим лейтенантом Огрызко, впервые выставленному в марте 45-го года. Сегодня военнослужащие батальона почетного караула Преображенского полка выполняют задачи по обеспечению проведения торжественных государственных мероприятий и отданию воинских почестей. К трибуне выходят слушатели и курсанты Михайловского ордена Ленина, Краснознаменный ордена Жукова, военной артиллерийской академии. Выпускник и начальник академии, маршал Советского Союза Говоров возглавлял войска Ленинградского фронта в период его обороны и прорыва блокады. Героически сражался на Пулковских высотах и Невском пятачке Владимир Михайлович Михалкин, который являлся последним, кому было присвоено воинское звание маршал артиллерии. В парадном строю военная ордена Ленина Краснознаменная академия связи имени маршала Советского Союза Буденного. Воины-связисты в числе первых участвовали в прорыве блокады Ленинграда в октябре 1941 года, проложив по дну Ладожского озера подводный бронированный кабель и восстановили связь Ставки и Генерального штаба со штабом Ленинградского фронта. Перед трибуной парадный расчет Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Крулева. В строю идут представители служб материально-технического обеспечения. Именно благодаря их труду в самые тяжкие дни первой блокадной зимы была создана Ленинград, легендарная дорога жизни, снабжавшая город и фронт всем необходимым. Торжественным маршем проходят курсанты военного института железнодорожных войск и военных сообщений. В феврале 43 года военные железнодорожники собственными силами построили небольшую, но очень важную железнодорожную ветку протяженностью 33 километра, способствующую обеспечению связи города с Большой землей. В парадном строю военный институт, инженерно-технические военные академии, материально-техническое обеспечение имени генерала армии Крулева. 22 февраля 1944 года военный институт
за образцовое выполнение боевых заданий командования награжден орденом Красного К Знамени. трибуне приближаются курсанты Краснознаменного военного института физической культуры. Выпускники и преподаватели института в годы Великой Отечественной войны с доблестью сражались на фронтах. Ратный труд 9 из них отмечен высоким званием Героя Советского Союза. В 1943 году в ознаменовании героизма выпускников институт был награжден орденом Красного Знамени. На марше Краснознаменная военно-космическая академия имени Александра Можайского, носящая имя русского офицера, создателя первого в мире самолета, Академия с первых лет своего существования готовила высококвалифицированных специалистов, защитников воздушных рубежей нашей Родины. На пути гитлеровцев стали летчики-истребители, зенитчики, артиллеристы противовоздушной обороны, которые срывали замыслы командования фашистской Германии и защищали Ленинград с неба. К трибуне подходит парадный расчет служителей военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Моряки блокадного города вели активную оборону подступов к Ленинграду со стороны моря и не допускали обхода морским противникам флангов Красной Армии на южном и северном берегах Финского залива. В парадном строю подразделения гвардейской отдельной Красносельской ордена Ленина краснознаменной мотострелковой бригады. Воины соединения прошли горнило Советско-финской Великой Отечественной войны. За освобождение города Красное Село соединением было присвоено почетное наименование Красносельское, а всем полкам Ленинградские. В парадном строю солдаты и офицеры лучших соединений Западного военного округа, Гвардейской, Ялецко-Берлинской орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды, артиллерийской бригады и отдельной гвардейской Севастопольской краснознаменной имени латышских стрелков мотострелковой бригады. К трибуне приближаются военнослужащие подразделений военной полиции Западного военного округа. С 1 декабря 2011 года решением Верховного Главнокомандующего в составе Вооруженных сил Российской Федерации создана военная полиция, которая является одним из основных компонентов системы поддержания законности и правопорядка в войсках. На марше парадный расчет Санкт-Петербургского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации. Защита города Ленинграда, организация снайперского движения, охрана легендарной дороги жизни – это лишь немногие славные боевые задачи воинов-гвардейцев в годы Великой Отечественной войны. На Дворцовой площади парадные расчеты Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел России. За годы своего существования университет выпустил более 25 тысяч первоклассных специалистов. Выпускники университета надежно стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивая защиту прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 6 выпускников вуза удостоены высокого звания Герой Советского Союза и Герой России. На марше старейшее учебное заведение пожарно-спасательного профиля в России Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России. Объединение функций по защите населения, организации борьбы с пожарами и ликвидации последствий бомбардировок стало прообразом современного МЧС России. На Дворцовой площади парадный расчет Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, одного из лучших в системе довузовской подготовки в Министерстве обороны Российской Федерации. Из его стен вышли выпускники, ставшие боевыми офицерами, общественно-политическими деятелями, прославившими своими славными делами наше государство. К трибуне подходит парадный расчет воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Министерства обороны Российской Федерации. Кадеты, отличники и спортсмены, будущие защитники Отечества, свято чтут рожденные в боях традиции, постоянно обучаясь новому,
чтобы в будущем надежно обеспечивать безопасность России. По площади проходит парадный расчет учащихся Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, первого в новейшей истории российского морского кадетского корпуса. Они гордо носят высокое звание «Кронштадтский кадет». К трибуне приближается сводный расчет воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Многие флотские офицеры постигали науку в стенах этого училища. В этом году Нахимовское военно-морское училище отмечает 75-летие со дня своего образования. На Дворцовой площади сводный расчет Санкт-Петербургского всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации. Любить Россию, дорожить традициями ветеранов, учиться у них мужеству, взаимопомощи, верности долгу – девиз каждого юнармейца. Боевую технику войск Западного военного округа представляют на параде лучшие подразделения мотострелковых, танковых, артиллерийских и зенитно-ракетных соединений и воинских частей. Воплощением конструкторской мысли труда рабочих и инженеров оборонных предприятий стало вооружение, военная и специальная техника, которые поступали на вооружение Красной Армии и флота. Нельзя умолчать о массовом трудовом героизме, проявленном тружениками тыла. Победу ковала вся страна. В горах Урала, в сибирских лесах, в степях Казахстана создавались лучшие образцы военной техники. К трибунам приближается легендарный танк Т-34-85, спроектированный на базе серийного танка Т-34. С 1944 года он являлся основным танком Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и самым массовым танком Второй мировой. Танком-победителем на Т-34 развивается историческое боевое знамя Ленинградского военного округа, войска которого участвовали в наступлении советских войск на Карельском перешейке, в Карелии и кровопролитных сражениях с немецкими войсками за Ленинград, завершившее освобождение Ленинградской области от вражеской оккупации. Историческую группу техники представляет межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная звезда». На протяжении 12 лет они принимают участие в значимых мероприятиях, посвященных историческим событиям России, сохраняя историю битвы за Ленинград. На марше легендарные мотоциклы М-72, на которых осуществляли преследование отступающих гитлеровских частей и вели разведку. Предшественники современных БТРов и боевых машин пехоты, бронеавтомобили БА-64 и БА-Скаут, автомобили ГАЗ-67. Эти юркие автомобили использовались в истребительных противотанковых артиллерийских полках и бригадах. Перед нами автомобиль ЗИС-5 с 57-миллиметровой противотанковой пушкой ЗИС-2. На полях сражений минувшей войны могли эффективно противостоять гитлеровским «Тиграм» и «Пантерам» и считаются лучшим вооружением Великой Отечественной войны. В этом году, 22 августа, будет отмечаться славная дата. 155 лет со дня образования Западного военного округа, являющегося правопреемником Ленинградского, Петербургского, Петроградского и Московского военных округов. Лучшие традиции российского воинства достойно продолжает современное поколение военнослужащих Западного военного округа. Они добросовестно выполняют свой воинский долг, постоянно овладевают профессиональными знаниями, совершенствуют свою выучку и воинское мастерство, осваивают новые образцы вооружения, военной и специальной техники, с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности на западном стратегическом направлении. Начинается прохождение
парадных расчетов механизированной колонны. Современная боевая техника представлена соединениями и воинскими частями Западного военного округа. Над автомобилями развиваются флаги видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. Перед нами подразделение бригады специального назначения, оснащенное современными российскими многоцелевыми бронеавтомобилями повышенной проходимости «Тигр». Военнослужащие бригады в мирное время успешно выполняют сложнейшие учебно-специальные и боевые задачи. В парадном строю новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К» отдельной бригады разведки Западного военного округа. Машина представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способной выдержать детонацию взрывного устройства до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Главной задачей бронеавтомобиля является доставка личного состава к месту выполнения боевых задач. На марше современная техника военной полиции Западного военного округа. Бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр» обладают повышенной проходимостью. На них предусмотрена установка широкого спектра боевых модулей вооружения от стрелкового оружия до противотанковых установок. На марше подразделения краснознаменной Севастопольской гвардейской отдельной мотострелковой бригады. На Дворцовой площади современные боевые бронированные машины, бронетранспортеры БТР-82А. Они универсальны, быстры, маневренны и надежны. Перед вами боевая машина пехоты БМП-3. Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. В парадном строю танкисты гвардейской, отдельной, красносельской, ордена Ленина краснознаменной мотострелковой бригады на новейших танках Т-72Б3. В ходе Великой Отечественной войны соединение участвовало в 18 наступательных операциях, освободило более 700 городов и населенных пунктов, прошло с боями 1640 километров фронтовых дорог. Золотыми буквами в историю бригады вписаны бои за город Ленинград. За мужество и героизм соединение награждено орденами Ленина, боевого Красного Знамени. Первым среди соединений Ленинградского фронта получило почетное наименование гвардейского. На вооружении бригады более 30 образцов вооружения, в том числе артиллерийские орудия гаубица Д-30. Специально для борьбы с тяжелой артиллерией противника был организован контрбатарейный артиллерийский корпус. Только в первый день операции «Нева-2» на врага было выпущено более 104 тысяч снарядов. Перед трибунами подразделения мотострелковой Ельвинской краснознаменной ордена Суворова дивизии с наследниками легендарных «Катюш» установками «Торнадо-Г». Российская модернизированная система залпового огня, в отличие от своих предшественников, обладает более совершенной системой управления огнем со спутниковой навигацией и компьютерным расчетом с оптическими показателями, что позволяет подготовить координаты цели в автоматическом режиме и гарантированно поразить врага.
трибунам приближается колонна техники ракетного неманского краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского соединения. «Искандер-М» способен в кратчайший срок нанести сокрушительный ракетный удар и поразить малоразмерные и площадные наземные объекты в глубине оперативного построения войск противника, являясь мощнейшим по своему потенциалу и готова выполнить любую задачу командования. Завершает марш боевой техники колонна пусковых установок и транспортных машин зенитной ракетной системы С-400 «Фаворит» гвардейского, ленинградского, орденов Суворова второй степени и Кутузова третьей степени зенитного ракетного полка. В годы Великой Отечественной войны зенитчики краснознаменного ленинградского объединения противовоздушной обороны насмерть стояли, защищая северную столицу от ударов с воздуха. Уже на 15-й минуте войны батарея старшего лейтенанта Давыдова сбила фашистский самолет-разведчик в районе крепости Кронштадт. Всего за годы войны Ленинград пережил 642 воздушные тревоги, которые продолжались 702 часа. Отражая налеты врага, воины противовоздушной обороны за годы войны уничтожили 1588 и подбили 306 самолетов противника. Кроме этого, они уничтожили 99 танков, 120 артиллерийских и 108 минометных батарей, 471 автомашину, более 3 полков живой силы противника. За боевые подвиги свыше 8000 бойцов и командиров были удостоены высоких правительственных наград. Около 28 тысяч воинов противовоздушной обороны были награждены медалями за оборону Ленинграда. В воздушной составляющей парада проходит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», сформированная 6 мая 1991 года на базе гвардейского, Проскуровского, ордена Кутузова и Александра Невского Центра показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба. Марш колонн современной техники, у зрителей, старых и молодых, военных и штатских, оживают картины самого драматического периода блокады Ленинграда. 900 дней и ночей в город нескончаемым потоком поступали необходимые для жизни и обороны грузы. Недаром Ладога, родная Ладога, дорогой жизни названа. Дороги
Это была прямая трансляция парада во знаменовании 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оставайтесь с нами.